Так, всем добрый день. Сегодня начинаем наш курс физики, нашей олимпиады Two Steps Ahead. М, Так, м, тема курса будет посвящена изучению раздела физики под названием механика. Сейчас, извините, механика. Так, и сегодня на этом уроке мы будем изучать один из разделов механики, который называется кинематика. Кинематика, кинематика. Так, ну, кинематика. Что это вообще такое? Кинематика — это раздел физики, где мы будем изучать чисто движение. То есть мы будем рассматривать тела какими-то идеальными. То есть, может быть, это машина, но в реальной жизни мы должны учитывать размеры машины, там, ну, вот цвет и все такое, как она едет, ну, все такое, да, мелочи. Но на нашем уроке мы будем просто рассматривать тела в виде обычной материальной точки. То есть какая-то точка будет, и мы будем представлять, что она просто движется. То есть есть какая-то скорость у нее, может быть, а, она может быть постоянной, непостоянной, но это в процессе уже разберемся. Так, кинематика, получается, это просто раздел физики, изучающий движение идеальных тел. А, То есть мы будем просто рассматривать положение разных тел, а, их положение в пространстве относительно друг друга. Так, что входит в кинематики? То есть что мы должны знать вообще в кинематике? Основное мы должны знать формулу движения тела. Например, расстояние, которое тело пройдет со скоростью v за какое-то время, можно написать в этом виде. То есть s равно v умноженное на t, где s — это расстояние, которое прошло тело, v — это скорость, так, и t — это время, за которое он прошел это расстояние. Итак, то есть у нас есть формула, то есть не надо бояться, если я пишу буквы, то есть это просто буквы, отвечающие, каждая отвечает за какой-то элемент нашего, ну, вопроса. Для начала сейчас у нас на запасе есть 4 задания, которые мы сейчас постепенно решим. Я покажу вам, как все делать, все степ-бай-степ. Так, давайте приступать. Где у нас задачи? Вот. Возьмем первую. Вот она. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, как здесь назад? Вот все, разобрался. Так, какую скорость в километрах в часах должен развивать реактивный самолет, чтобы она была равна скорости звука в воздухе, то есть 340 метров в секунду? Задача вроде бы не такая уж сложная, то есть здесь суть задачи заключается в том, что мы должны просто скорость звука, которая дана нам в метр-секундах, перевести в километры-часы. Так, что мы должны сделать? 340 это получается метров, то есть он проходит 340 метров за секунду. 340 метров — это сколько километров? То есть мы должны метры сначала перевести в километры, потом уже секунды в часы. Так, получается, мы 340 сначала должны что? Разделить на 1000, чтобы он у нас был в километрах. Уже в километры, да, перевели? А чтобы секунду перевести в часы, что мы должны сделать? Так, давайте разберемся, сколько в одном часу секунд. То есть 1 час — это у нас 60 минут. 60 минут, а в каждой минуте по 60 секунд. Получается, в одном часу у нас будет 60 умножить на 60, то есть 3600 секунд. Окей. Получается, то есть мы должны перевести секунду в часы, получается, мы должны разделить еще, то есть умножить наши так называемые километры или наше значение 340 на
3600. Получается, что мы получим? Да, здесь немного неправильно написал, но не суть. Так, получается, просто 340 мы должны умножить на 3,6. Это даст нам километр-часы. Так, это у нас 34 на 36. Или по-другому. Так, давайте умножим. 34 на 36. Это у нас 24, 2 в уме. 12, 1, 10, 4, 2, 1. То есть это у нас 1224 километра в час. Получается, наш реактивный самолет должен развивать скорость в виде численно равную 1224 километрам в часах, чтобы она была равна скорости звука в воздухе. Так, надеюсь, всем все понятно. Идем дальше. Так, наша следующая задача. Так, вот, 17. Так. Мгм. Ой. Так, за какое время плывущий по реке плот пройдет расстояние s 150 метров, если скорость ее течения 0,5 метров в секунду? То есть, помните, мы писали, как это, формулу S равняется скорость, умноженная на время. То есть расстояние — это скорость, умноженная на время. И эта формула работает, если только наша скорость является постоянной. Постоянной. То есть она не меняется с течением времени. Так, конечно, в реальной жизни этого достичь очень сложно, может, даже и невозможно, потому что все мы двигаемся всегда не постоянно, то есть останавливаемся, идем или еще что-то, то есть. Так. Так, а здесь у нас река, то есть в задаче мы будем рассматривать реку, то есть скорость течения реки идеальной, то есть она всегда постоянная, не меняется. Так, нарисуем для начала речку. Так, вот она речка, там вода, как бы. И вот на ней плот. Плот — это просто. Что такое плот? Это просто какой-то, можно сказать, кусок дерева или, в фильмах бывают обычно такие на острове что-то там теряются, делают себе плот и как бы хотят с помощью плота вернуться на другие, континенты и всё такое. То есть плот, то есть у нее нет мотора, это обычное дерево. Получается, он будет двигаться так же, как и река. Получается, у него будет такая же скорость, как у реки, да? Скорость v. И нам говорят, что он должен пройти какое-то расстояние s, да, вот. Какое-то расстояние s, которое равняется 150 метров. И мы знаем его скорость. Он движется со скоростью 0,5 метра в секунду. И надо найти, за какое время он пройдет. Получается, давайте используем формулу s равняется v умноженное на t. Мы знаем s, это у нас 150 метров, то есть подставляем формулу. 150 равно. А скорость 0,5 умножить на t. Так, что мы сделаем, чтобы найти t? То есть в этом уравнении мы должны решать его относительно времени, относительно t. То есть давайте обе части разделим на 0,5. Тем самым избавимся от коэффициента, который стоит рядом со временем. Так они сократятся, остается только t. Получается, время равно это 150 разделить на 0,5. Это у нас все равно, что 150 разделить на 1/2. То есть, давайте я внизу напишу. Это 150 умножить на 2 разделить на 1 равно t. То есть это просто 300 секунд. Окей. Получается, наш плот пройдет расстояние 150 метров за 300 секунд. Так, идем дальше.
Мгм. Мгм. Опа. Так, следующая задача. Поезд прошел путь L, равное 200 километров. В течение времени T1 1 час он двигался со скоростью V1 100 километров в час. Затем сделал остановку на время T2 30 минут. Оставшуюся часть пути он шел со скоростью V3 40 километров в час. Какова средняя скорость движения поезда? То есть а, давайте введем понятие средней скорости. То есть объясню, потом начнем решать. Так, средняя скорость. Обозначим его как ВСР. Это оно численно равна, то есть мы должны просто общее расстояние, которое проходит тело, разделить на общее время, которое ушло на преодоление этого расстояния. Так, так, отметим эту формулу. Так, давайте сейчас применим эту... То есть давайте сначала объясню. Общее расстояние, которое прошло, то есть общее время, это вне зависимости, делал он остановку или двигался, то есть это не время, за которое он двигался, это время, которое он вообще потратил на этот путь, который прошел. Ну, давайте сейчас на примере, наверное, более наглядно будет. Так, где его? А, вот. Так, он проходит расстояние L 200 метров, да, то есть какое-то из точки А в Б, там 200 метров. Мгм. Так, в течение времени, то есть T1, то есть 1 час, он двигался со скоростью V1, да, то есть, получается, первый участок, давайте обозначим его за S1, он двигался со скоростью V1, умноженное на T1, то есть 100 умножить на 1. То есть он проехал 100 километров. Ой, здесь километры, да, написал? 100 километров. Получается, он половину пути уже, да, мы уже знаем, половину пути прошел за 1 час и так. И делает вот здесь на середине пути делает остановку на 30 минут. То есть 30 минут это у нас Т2, 30 минут это у нас половина часа, да? То есть это полчаса, 0,5 часа. Окей, там он не двигался, у него там скорость была нулевым, просто стоял там, отдыхал, не знаю. Так, оставшуюся часть, то есть оставшаяся часть это тоже, то есть другая половина пути, он шел со скоростью 40 километров в час. И давайте узнаем, сколько времени он потратил на оставшуюся часть пути. То есть сколько там еще осталось? 100 километров, верно? 100 километров. Так, давайте запишем. S, S2, да, да, это обозначим как S2, это вторая часть, то есть второй участок пути. Он проходит со скоростью V3 за какое-то время, которое мы не знаем. Давайте обозначим его за просто V3, да, ой, T3. Так, подставим в эту формулу, то есть 100 километров равняется 40 километров в час умножить на какой-то Т3. Давайте отсюда найдем Т3. Т3 равняется, это 100 разделить на 40. То есть, так, нули исчезают, 2,5 часа. То есть он потратил на оставшуюся часть пути 2,5 часа. И в чем вопрос здесь? В чем суть вопроса? Какова средняя скорость движения поезда? То есть по формуле средней скорости средняя скорость равна а, общему пути, который он прошел, разделить на общее время. Так, какой путь он прошел в общем? Он прошел от точки А до точки Б, то есть 200 километров. Пишем 200 и делим на общее время. Какое у нас общее время? То есть сколько времени он затратил, чтобы просто дойти от точки А до точки Б? Это Т1. Сейчас давайте запишу Т общее. То есть Т общее это Т1 плюс Т2 плюс Т3. Это получается 1 час плюс половина часа. И плюс еще он затратил на третьем участке уже 2,5 часа. 2,5 часа.
Получается, в общем, так, 4 часа потратил он на преодоление этого пути. Так, 200 разделить на 4, получается 50 километров в час. Получается, средняя скорость поезда 50 километров в час. Окей. Идем дальше. Easy, да? Чук-чук, оп. Так, 27-й. Так, здесь тоже задача на среднюю скорость. Так, определить среднюю скорость поезда, если первую половину пути он шел со скоростью v1, а вторую половину со скоростью v2. То есть решение этой задачи будет заключаться, то есть идея будет заключаться так же, как и в предыдущей задаче, просто средняя скорость – это общее расстояние, которое он прошел, разделить на общее время. Так, давайте разберемся, что вообще происходит в задаче. Так, давайте обозначим его путь как от А до Б. То есть он прошел какое-то расстояние. Так, говорят, что первую половину, то есть половину этого пути, он прошел со скоростью v1, а вторую со скоростью v2. Но мы не знаем, за сколько времени прошли первый участок и второй участок. Но мы знаем, что каждый прошел по половине пути. То есть давайте обозначим первую половину как за S и вторую тоже за S, да, потому что они одинаковые, ровно половина. Получается, S общая у нас равна будет чему? Общая S это у нас 2S, да, то есть вот первый S и второй. И давайте разбираться с T общим. Мы пока не знаем, что такое T общее. Это просто время, которое затратит поезд на первый участок T1. Давайте это обозначим за T1. И здесь T2. Это просто T1 плюс T2. И получается, для начала мы должны найти именно эти, это время. Так, давайте. Получается, с помощью формулы S равное V умноженное на T найдем первый участок. S равняется V1 умноженное на T1. Это для первого участка. И запишем для второго. S равняется V2 умноженное на T2. То есть скорость на втором участке пути умноженное на время, которое он затратил, чтобы преодолеть это. Так, отсюда мы можем выразить T1 и T2, разделив обе части на V1. То есть в первом случае, в первом уравнении мы разделим обе части на V1. Так, здесь они сократятся. Остается, что T1 это S разделить на V1. Во втором уравнении сделаем то же самое, то есть все аналогично. T2 равняется S разделить на V2. Окей. И просто все это подставляем в нашу формулу для средней скорости. То есть получается по нашим записям T общая равняется... То есть смотрите, я просто вместо T1 здесь подставляю вот это значение. Так, сюда этот, а вместо T2 вот это. Что у нас выйдет? Это S разделить на V1 плюс S разделить на V2. Так, и давайте мы подставим это в формулу, то есть вместо T общего здесь поставим сюда, а S общий сюда. Что выйдет? V среднее равняется 2S разделить на общее время. А общее время у нас это S разделить на V1 плюс S разделить на V2. Так, и давайте преобразуем эту дробь, то есть это пойдет уже элементарная математика. Будем работать с дробями. Так, 2s, он таки остается 2s, то есть это было целое число. И двигаемся. То есть у нас знаменатель был еще и дробный, да, то есть там сложение двух дробей. Давайте преобразуем ее в одну дробь. Найдем, то есть общий знаменатель. Так, чтобы найти общий знаменатель, я должен первую дробь умножить на v2, а вторую на v1, верно? Так, получается здесь будет SV2 плюс SV1 разделить на их произведение. V1 на V2. Тем самым у нас получится 2 умножить на S
и умножить на v1 и v2, потому что когда мы делим две дроби друг на друга, первая остается, то есть верхняя, а нижняя, она переворачивается, да? Давайте я здесь с краю напишу этот. Если у нас есть дробь А делить на Б, и мы делим ее на дробь D делить на С, то можно ее записать в виде А делить на Б умножить на С разделить на D, да? То есть это из школьного материала, то есть, надеюсь, все знают. Так, разделим это на сумму этих S на V2 плюс S на V1, да? Так, и мы видим, да, что в знаменателе у нас S присутствует в обоих слагаемых. Получается, мы можем их вынести за скобочку. 2S V1 V2 разделить на S V1 плюс V2. И смотрите, там уже наш S сокращается, тем самым мы избавляемся от ненужного нам элемента. Так, и остается 2v1 на v2 разделить на v1 плюс v2. Так, и давайте просто подставим вместо этих чисел численные их значения, то есть v среднее равняется 2 умножить на v1, это у нас сколько? 50, умножить на v2 это 100. Делим на их сумму 150. Так, это у нас будет сейчас 150 и 150 и 50 мы можем сократить как 1 к 3, да? И это будет у нас 200 разделить на 3, а это у нас примерно... сколько это у нас примерно? 6,6. Да, 6 целых... Ой, 60. Да. 66,6 километр на час. В час. Так. Вроде все. То есть суть задачи была что? То есть мы знаем, что такое средняя скорость. Это просто общее расстояние, которое он прошел, разделить на общее время. Нам говорят, что половину пути он проходит со скоростью v1 50 км в час, а вторую со скоростью 100. И многие бы подумали бы, что мы могли бы просто сложить скорости, то есть 150 плюс 100 и разделить на 2. Но это так не работает. Это вы просто находите среднюю арифметическую скорость. Но и главное, то есть знать разницу, что такое вообще средняя скорость и как она вообще определяется. И между тем, то есть что такое средняя скорость и просто что такое средняя арифметическая. Это не одно и то же. Так. И суть задачи заключалась в том, что мы должны были найти время, которое он тратит на отдельные участки, сложить их, разделить общее расстояние на общее время. Тем самым мы нашли бы просто среднюю скорость. Вот и все. Да, всем на этом наш урок заканчивается. Всем пока. Удачи. Всем удачи.